Ухта стала лидером в республике по количеству прошедших углубленную диспансеризацию за минувший год – 1085 человек. Медосмотры ввели с июля 2021-го. Обследование показано всем перенесшим ковид. В этом году процедура стала еще доступнее. Подробности у Виктории Науменко. Неля Фотиева перенесла ковид год назад, а записаться на углубленную диспансеризацию решилась сейчас. Параллельно женщина проходит и обычную, по году рождения. Теперь это доступно для удобства пациентов, чтобы не ходить в поликлинику дважды. Какая-то процедура, я ее не знаю, никогда не проходила. На нее талончика пока мне не дали. А так стандартно кровь, гинеколог, флюорография я проходила в сентябре, поэтому я отказалась. Список диагностических исследований углубленной диспансеризации не похож на стандартный. Постковидное обследование проходит в 2 этапа. Только в первом 7 пунктов. Здесь и прием терапевта, общие биохимические анализы крови, измерение насыщения крови кислородом или сатурация, рентген грудной клетки, компьютерная томография и тест 6-минутной ходьбой, проверка на наличие одышки, спирометрия, о которой говорила Неля Фотиева. О многих процедурах пациенты даже слышат впервые. КТ сейчас обратно буду делать, мне то что и еще то, что вот дышать в трубочку. Это я первый раз делаю. После осмотра врачом-терапевтом он выносит свое решение, то есть будет человек направлен на второй этап или нет. Ко второму этапу у нас относятся КТ органов грудной клетки, УЗИ сердца и УЗИ вен нижних конечностей. Сейчас для прохождения пациентами постковидного исследования созданы буквально все условия. Даже вариантов записи теперь целых 5. Главное – решиться и прийти. Записаться на углубленную диспансеризацию можно в поликлинике, лично в регистратуре или по телефону, а также с помощью информатов в фойе поликлиники. Еще один способ – это через сайт госуслуг или же по единой горячей линии. Сейчас запись на углубленную диспансеризацию в Ухтинской поликлинике доступна буквально на следующий день. Спрос поубавился в сравнении с декабрем, говорят ухтинские медики. Те, кто переболели, в принципе, проходят активно. Им интересно собственное здоровье. Кто заинтересован в собственном здоровье? А те, кто не заинтересован, то есть они не пойдут ни на углубленную, ни на простую диспансеризацию. Очень у нас хорошо люди шли до Нового года, то есть практически все было расписано на 2 недели вперед. Перенесенная коронавирусная инфекция чревата множеством осложнений – сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбозом, болезнями легких, в том числе необратимыми изменениями, которые важно вовремя диагностировать. Могут остаться остаточные явления, то есть замещение легочной ткани фиброзной тканью, которая не дышит, то есть тем самым качество жизни пациента значительно ухудшится. Записаться на углубленную диспансеризацию можно спустя 60 дней после перенесенного COVID-19 по месту прикрепления при наличии паспорта и полиса ОМС. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.